Музыкальный челлендж захватывает Коми. К столетию региона музыканты и энтузиасты, как умеют, поют «Марья Моль». Но не просто дома, а именно в общественных местах. Началось все с концерта в автобусе, а теперь подключаются даже профессионалы. Евгений Стокас спел свою версию народной песни. Дорогие друзья, ближется столетие Республики Коми, и мы объявляем челлендж петь в автобусе Коми песни. На, держи. Подпеваем вместе с нами «Марья Моль». Гармонь, хорошее настроение и полный автобус благодарных слушателей. Вот все, что нужно для участия в новом челлендже «Марья Моль» в общественных местах. Пассажиры сначала переглядываются в недоумении, но потом начинают подпевать, как-никак, национальный хит. Марья Моль, да Марья Моль, Марья Моль, да Марья Моль. Именно Марья Моль участвовала и в другом челлендже. Год назад под хэштегом «Сидим дома» артисты театра оперы и балета выбрали эту самую народную песню для съемок клипа, чтобы зарядить всех нас во время пандемии. Аранжировка получилась зажигательной. Авторы идеи публичных выступлений на Коми — этноблогер Генрих Немчинов и музыкант Владимир Трошев. Парни говорят, нести музыку людям — это и так счастье, а тут еще и юбилей родной республики. Мы решили, чтобы это соединить как бы их к столетию, и было это интересно и проще для молодежи, поэтому такую песню взяли. Чтобы люди втягивались и границы изучения коми-языка и разговаривать, чтобы на нем не стеснялись, так как мы не стесняемся петь в общественных местах. Это не так просто организованно, а вышли, спели с нахрапом, задором. Песню поют не только в автобусах. В Зеленце местные детишки замарьямолили прямо в аптеке. Выразить порыв души можно везде, где хочется. Главное — зацепить побольше людей и выложить видео в социальные сети с хэштегом «Республика Лысто ВО» или «100 лет Коми». Публиковать свои песни можно весь юбилейный год. Лучшие версии исполнения народных шлягеров у себя на YouTube-канале опубликует Генрих Немчинов. Будет символично, если версий наберется 100. Евгений Стокас, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.